Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Совершение преступления всегда является чудовищным обстоятельством в жизни конкретных граждан и общества в целом. Но в значительной степени страшно, когда преступление совершается в отношении ребенка. По данным статистики, на протяжении 2 лет в республике регистрируется существенный рост преступлений против несовершеннолетних, в связи с чем остро стоит вопрос их профилактики и пресечения. В чем причины такого положения дел, как можно повлиять на ситуацию, как не допустить преступления в отношении ребенка. Об этом в интервью с прокурором отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры республики Константином Семеновым. Константин Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Какова статистика в сфере преступности в отношении несовершеннолетних и в чем причина такого положения дел? Действительно, за последние 2 года в республике регистрируется существенный рост преступлений против несовершеннолетних. Если не брать в расчет преступления, предусмотренное статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, это уклонение от уплаты алиментов, значит, преступление составило количество 450 за прошлый год. Значит, рост составил 10%, более 10%. В текущем году, значит, эта цифра составила уже 395 преступлений. То есть практически, да, уже мы подходим к той цифре, которая была в прошлом году. Также имеется рост уже на 13%. То есть видим негативную динамику в количестве преступлений, которые регистрируются. Значит, связано это, происходит это главным образом за счет преступлений так называемого превентивного характера. Значит, это преступление, пресечение которых может предупредить совершение в дальнейшем более тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних. Значит, также существенный рост имеется преступлений против половой неприкосновенности. То есть это изнасилование, насильственные действия сексуального характера, там, развратные действия, и тому подобное. В текущем году количество их составило уже 204 преступления, значит, против 196, которые были в прошлом году. За весь прошлый год, 2020 год, на территории республики было совершено 230 таких преступлений. То есть настоящая картина, которая за 9 месяцев у нас складывается, она уже практически говорит о том, что мы уже в республике догнали преступность, состояние преступности, которое было в прошлом году, за весь год. То есть это, естественно, очень плохо, да, для общества, в целом для состояния законности в республике. Если говорить по территориям, в территориальном плане, более половины всех преступлений совершается на территории городов. Город Якутск, Мирный, Нерюнгри. Значит, то есть наиболее густонаселенные территории республики. А с чем связан такой существенный рост преступлений против несовершеннолетних? В первую очередь это, значит, связано с тем, что выявляются в республике и расследуются уголовные дела, так называемые многоэпизодные уголовные дела, когда в отношении детей совершаются преступления на протяжении длительного периода времени. Зачастую это даже иногда бывает, что нескольких лет. Как правило, это преступление, значит, когда совершается внутри семьи со стороны родственников, близких лиц, родителей, отчимов. И очень часто это являются преступления против половой неприкосновенности. К примеру, в прошлом году из 14 многоэпизодных уголовных дел в 13 случаях они совершались либо отчимами, либо, значит, сожителями матерей, либо там, братьями и так далее. Также имеют место случаи выявления преступлений, которые совершались в отношении детей в совсем юном возрасте. Допустим, в прошлом и в этом году расследованы уголовные дела о преступлениях, которые совершались в начале 2000-х годов, в конце 90-х, в начале 2000-х годов. То есть, когда дети были совсем маленькие, когда они подросли, заявили об этом в правоохранительные органы, соответственно, было, значит, расследование, лица привлечены к ответственности. Также широкое распространение получили преступления в сфере развития, преступления, связанные с новыми технологиями. То есть с развитием интернета, социальных сетей, мессенджеров различных, злоумышленники находят способ совершения преступлений в отношении детей путем переписки с ними, да, путем получения, значит, интимных фотографий от несовершеннолетних. Все это является преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации, то есть является преступлением против половой неприкосновенности. Продолжим тему преступлений через интернет. Какие опасности вообще интернет таит для ребенка? Как я сказал, да, в первую очередь, естественно, это в первую очередь переписка. Значит, очень много преступлений совершается в данной сфере.
Значит, злоумышленники, получая обманным путем соответствующие фотографии от несовершеннолетних, используют их для дальнейшего шантажа, используют их для получения новых видео, фотоматериалов, значит, и тем самым продолжая совершать преступления. Значит, также зачастую эти материалы используются в дальнейшем для того, чтобы получать не только соответствующий материал, но и денежные средства, вымогать денежные средства. Значит, к примеру, в 2019 году Следственным комитетом расследовано уголовное дело в отношении лица, который также обманным путем у малолетнего получил соответствующие фотографии и в дальнейшем путем шантажа вынудил ее навстречу и совершил в отношении нее преступление. Уже не посредством интернета, да, реальное преступление, физический контакт. Аналогичные примеры были и в 2020 году. Также опасность в современном обществе представляют такие негативные явления, как деструктивное движение, скулшутинг, Колумбайн. Не меньшую опасность представляет кибербуллинг. То есть это явление, когда дети становятся объектами травли в сети. То есть целью этой травли является унижение, оскорбление, внушение страха лицам. То есть из-за личной неприязни, либо по иным обстоятельствам. Особенно это распространено, конечно, в подростковой среде. Что необходимо сделать взрослым, чтобы уберечь ребенка от насилия? Для этого взрослым необходимо соблюдать несколько правил, да? Не правил даже, привить ребенку несколько правил поведения. То есть, казалось бы, простые вещи, но иногда они не исполняются, и это влечет в совершении соответствующих преступлений. К примеру, необходимо обучать ребенка не разговаривать с незнакомцами на улице. Простое правило, но тем не менее, как показывает практика, да, расследования преступлений, значит, это не все дети знают об этом. Не впускать незнакомцев в дом. Даже если они представляются сотрудниками полиции, сотрудниками медицинских служб и так далее. Если их никто не вызывал, соответственно, необходимости выпускать в дом нет. Не заходить с незнакомцами в подъезды и в лифты. Не садиться с ними, категорически нельзя садиться в машину к незнакомым лицам. Значит, и желательно не задерживаться на улице, конечно, в вечернее и особенно в ночное время. Необходимо объяснить детям, что их тело является неприкосновенным, то есть прикосновения такие которые причиняют дискомфорт, либо неудобство, либо смущение детям, они не являются противоправными. В таких случаях дети должны всегда знать, что они могут обратиться к своим родителям, сообщить об этом, и родители должны внушить детям о том, что их за это не будут ругать. То есть всегда им окажут помощь, выслушают, не будут над ними смеяться, и в этом духе. Константин Иванович, вы рассказали о том, что родителям нужно рассказать детям, да, как предупредить об опасности, а что нужно знать самим детям непосредственно, чтобы обезопасить себя? Детям, конечно, ситуация зависит от, прежде всего, да, модель поведения зависит от того, где находится ребенок в момент возможности совершения противоправных действий. Допустим, на улице. Находясь на улице, нужно, во-первых, нежелательно находиться на улице в вечернее и ночное время, естественно. Избегать передвижения, особенно пешком по улице. Желательно вызывать службы такси. Службы такси не просто ловить на улице, да, голосовать, а вызывать проверенные службы, где диспетчер сообщает номер такси, либо при помощи популярных приложений. Передвигаясь на такси, необходимо сообщать родственникам, родителям о том, что ребенок намерен поехать на автомобиле с таким-то номером, и желательно сообщать по ходу движения маршрут передвижения автомобиля. Значит, если же все-таки пришлось идти пешком в ночное вечернее время, то, завидев впереди группу лиц, которые агрессивно настроены, то с явными признаками, да, опьянения, допустим, то необходимо перейти на другую улицу, либо сменить маршрут движения, для того, чтобы с ними просто не пересекаться. Аналогично, нужно поступить в случае, если за ребенком следует автомобиль на медленной скорости. Такие тоже бывали преступления. При нахождении возле подъезда, допустим, не нужно заходить в подъезд, если ребенок видит, что за ним
идет незнакомое лицо. К примеру, вот хороший случай, когда удалось избежать такого преступления страшного, продемонстрировали нам на федеральном канале в мае текущего года. В Краснодаре девочка увидела, что за ней идет незнакомое лицо, значит, и не стала заходить в подъезд первой. Открыв домофон, она пропустила его вперед, тот зашел, но она не стала за ним заходить дальше. Дальше при изучении камер видеонаблюдения установлено было, что этот незнакомец остановился в подъезде и поджидал ее там, после чего там приспускал штаны, заходил, спрятался под лестницу и ждал ее для того, чтобы совершить преступление. Уличив момент, девочка успела пробежать по лестничной площадке и зайти в квартиру, после чего вызвала, значит, сообщила родителям, вызвали правоохранительные органы и лицо задержали и привлекли к уголовной ответственности. Вот. Необходимо объяснять детям, что аналогично не надо заходить в лифты с незнакомыми лицами. Значит, если же все-таки лицо зашло в лифт незнакомое, там, допустим, мужчина с признаками, да, подозрительное лицо или признаками опьянения, необходимо нажать на кнопку ближайшего этажа для того, чтобы лифт там остановился и выйти из лифта. Ребенок должен уметь сказать «нет», допустим, что я вот не поеду на лифте с вами, там, потому что вот, родители, допустим, не разрешают ездить с незнакомыми лицами. Находясь в квартире без взрослых, ребенок должен знать, что, как я сказал, да, нельзя открывать квартиры посторонним, нельзя, значит, при разговорах, даже если люди представляются, там, допустим, знакомыми, нельзя открывать им дверь, если родители перед этим не сообщили о том, что кто-то должен прийти, допустим. Либо, но это не касается случаев, когда происходит, допустим, явно угрожающая жизни события в доме, допустим, пожар, там, возгорание, либо там, затопление соседей, там, еще какое-нибудь чрезвычайное происшествие. По поводу автомобилей тоже. В последнее время в республике распространены случаи, когда совершают преступления на автомобилях, в автомобилях. То есть хватают детей, соответственно, затаскивают в автомобили и в дальнейшем совершают преступления. Значит, если автомобиль, то есть подозрительно двигается рядом с ребенком, то необходимо, как я сказал, менять маршрут движения, необходимо, значит, начинать, если начинается противоправное действие, необходимо начинать кричать, вырываться, значит, и всячески привлекать внимание прохожих лиц для того, чтобы избежать преступления. Последний вопрос. Какая ответственность предусмотрена за преступления, совершенные против несовершеннолетних? Совершение преступлений против половой неприкосновенности вообще в Уголовном кодексе отнесено к особой категории преступлений. Значит, законодатель ставит по уровню общественной опасности данные преступления в один ряд с террористическими актами, в один ряд, допустим, с убийствами, да, или с незаконным сбытом наркотических средств в крупных, особо крупных размерах. То есть за такие преступления законом, особенно вот с применением насилия, с использованием беспомощного состояния несовершеннолетних, законом предусмотрено лишение свободы на длительный срок вплоть до пожизненного нахождения в местах лишения свободы. Ну и, соответственно, лица, которые осуждены за данное преступление, могут, да, в принципе, теоретически могут выйти условно-досрочно, только отбыв 3/4, либо в особых условиях, значит, 4/5 от назначенного срока. То есть, допустим, если 20 лет лишения свободы, не раньше, чем через 15 лет данное лицо может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. И не факт, что оно будет рассмотрено и удовлетворено, это ходатайство. Константин Иванович, спасибо за информацию, спасибо, что пришли к нам. Всего доброго и дальнейших успехов в работе. Спасибо, всего доброго. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Сергей Михедов. Всего доброго и до свидания.